Сәлемет сізбе! Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как кайда. Вот эта буква К с хвостиком, она звучит как К. Не К, не Х, К. Кайда. Кайда переводится с казахского языка как куда или где. Куда указывает на направление или движение, или деятельности. А где это конкретное местоположение чего-то. Либо конкретное место, либо адрес, либо определенное место, где что-то находится. Этимологии я не нашла этого слова. И, как обычно, мы начинаем составлять русские предложения. Подставляем вместо слова «куда» или «где» слово «кайда». Мы хотели с дочкой отпраздновать Наурыз, и я у нее спросила «кайда барамыз». Барамыз – это «идем», «куда пойдем», ну или «пойдем», да? «Кайда барамыз». И мы решили, что мы пойдем в кино. Я спросила у человека, у продавца, кайда находится их магазин. То есть, где находится их магазин. Кайда находится ваш магазин. Она мне дала точный адрес этого магазина, и я туда поехала. Девушка каждый день бегала, и каждый день она бегала по новому маршруту. И, выйдя утром, к примеру, на пробежку, она сама у себя спросила: «Кайда? Бүгін кайда жүгіремін?» Жүгіремін – это побегу. Сегодня куда побегу? Бүгін кайда жүгіремін? Так. Муж спросил у жены: ты знаешь, у нас в этом году был такой удачный год, и я решил, что мы должны поехать за границу. Кайда поедем? Кайда ты хотела бы поехать? Вот. Если бы у меня спросили, кайда ты хочешь поехать, я бы сказала: я хочу поехать в Америку. Но для этого мне нужно оформить визу. Вот. Также я хочу поехать в Англию. В Англию тоже виза нужна. Вот. И, конечно же, в Европу. В Европу тоже общая виза, Шенген-виза нужна. Вот. Каждая девушка, наверное, в детстве, в молодости такая мечтает. Короче, у меня тоже были такие, интересные мечты такие из разряда фантастики, да, и фантазийные какие-то, романтично-фантазийные мечты. Как парень на белом коне прискакивает к тебе, соскакивает с этой лошади и спускается к тебе, преклоняет перед тобой колено и говорит: кайда ты хочешь пойти, куда ты хочешь пойти, или кайда барамыз, куда ты хочешь поехать, к примеру. Это просто для предложения вообще-то я сделала. Вот такие примеры. Некоторые, я думаю, что многие бизнесмены, у них обязательно план, долгосрочные планы есть. Чем дальше простираются планы, да, тем больше порядка в бизнесе, соответственно. И, например, совет директоров там садится в начале года, да, или в конце года, да, и на следующий год и говорит: кайда мы будем развиваться, в какую сторону мы будем развиваться. Кайда.
То есть, что мы будем предпринимать, в каком направлении, может быть, мы какие-то освоим какие-то новые виды деятельности, да. Вот, к примеру, в прошлом году я услышала, ну, прослушала, вернее, один семинар, и там один бизнесмен сказал, что обязательно нужно, что следующий год, вот 26-й год, то это будет год искусственного интеллекта. И нужно обязательно осваивать искусственный интеллект. И я поняла, когда я буду когда я буду направлять свои мысли и свои действия. То есть я начну обучаться искусственному интеллекту, чтобы даже если я не буду работать именно вот как бы зарабатывать с помощью этого, да, как многие делают, но, по крайней мере, я буду знать, как и что, чтобы требовать от, к примеру, других, я должна знать, что это такое, вот. Ну, когда человек знает, когда он движется, когда он находится, когда он движется, ну, у него, я думаю, с как бы душевным здоровьем все нормально. А когда человек не понимает, когда он находится и когда нужно направлять свои мысли, действия, он находится в неком замешательстве, вот. И в этом случае можно сказать, что у него дела не очень, потому что для того, чтобы каким-то образом добиваться успехов в жизни, нужно иметь отправную точку, то есть нужно понимать, где ты находишься, то есть когда ты находишься, и когда ты отправляешься из этой точки. Ну, не обязательно именно вот как бы физически направляться, то есть направлять можно действия, направлять можно мысли, направлять можно какие-то запросы, может, во Вселенную, да, вот. Я, можно сказать, что я в молодости не всегда понимала вообще, когда я нахожусь, в плане, я, конечно, понимала, что я нахожусь там в такой-то комнате, по такому-то адресу, да, но именно не всегда я понимала, в какой обстановке я нахожусь вообще, что для меня означает эта обстановка, вот эти обстоятельства, то есть вот в полной мере я не понимала, что такое, где я нахожусь, когда я нахожусь, и когда мне нужно направить свои действия. Вот, не всегда понимала, но с годами, возможно, по причине того, что все-таки с годами чуть-чуть мудреешь, вот, возможно. Ну и, конечно, по причине того, что я все время занимаюсь самосовершенствованием. Я стала больше понимать, не скажу, что 100%, прямо 100% сейчас понимаю, как и что, да, но, по крайней мере, ясности и четкости видения у меня побольше. Вот, поэтому очень важно понимать, когда ты находишься. Кстати, для того, чтобы хорошо, лучше понять, когда ты находишься, вот, очень хорошо заняться уборкой. Уборкой помещения, разборкой вещей, сделать расхламление вещей, сделать какую-то перестановку, убраться, лишнее выбросить, то, чем вы не пользуетесь, к примеру, да, выбросить. Вот, например, у нас дома давно есть такое правило: если мы не пользуемся, к примеру, какой-то вещью 1 год, значит, она нам в принципе не нужна, и мы расстаемся с этой вещью. И зато нет вот этих вот завалов, нет вот этих больших запасов, знаете, вещей, которые, вернее, мест в доме, где скоплено очень много ненужного хлама, ненужных вещей, которые не нужны, которыми ты не пользуешься. Вот, и поэтому
время от времени нужно просто вот брать просто, вот когда вы чувствуете, что вы не понимаете вообще, что как куда-то какое-то замешательство, возможно, происходит в жизни. Я в таких случаях спасаюсь таким образом. Я начинаю либо на работе делать разборку, либо дома начинаю делать разборку. И сразу как-то мысли, интересно, приходят в порядок, и ты понимаешь, кайда ты находишься и кайда тебе нужно двигаться. Вот. Может быть, немножко сумбурно в этот раз, но я просто рассказывала то, как я обычно решаю эти вопросы. Поэтому теперь с вашей стороны ваша задача составлять достаточное количество предложений со словом «кайда». И в смысле «куда», и в смысле «где». До тех пор, пока вы прямо почувствуете, что это слово полностью осталось в вашей памяти. Вот, спасибо вам большое за то, что вы продолжаете смотреть, продолжаете подписываться на меня. У меня в последнее время не получается часто выходить, но сейчас закончится вот эта срочная работа, и я снова начну ежедневно выкладывать видео. Вот, поэтому большое спасибо. Я каждый день открываю ТикТок и смотрю, ну, не только ТикТок, и Ютуб тоже, смотрю, что подписчиков все больше, больше, больше. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Сау болыңыз. До свидания.